Ранее здесь добывали и перерабатывали доломитовый известняк и производили строительный материал, но это в лучшие годы ГУПа «Кавдоломит». Предприятие сейчас простаивает, отдают инициативу более масштабному и прорывному проекту «Индустриальный парк Джейрах», который планируют реализовать с сентября 2025 года по декабрь 2027. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров подробнее ознакомился с ходом реализации проекта. Раньше был здесь ГУП «Кавдоломит», мы его сейчас реорганизуем в ООО. Создали управляющую компанию под индустриальный парк. Сейчас же парка нет, как вы компанию создали? Компанию создали, который занимается организационными вопросами. Да, индустриальный парк потом мы в региональном реестре регистрируем. И далее мы уже... Но я так понимаю, что, Денис, парк не зарегистрирован, да? Парка официально нет. В реестре Минпромторга. Это мы когда все передадим, все имущество и инфраструктуру в управляющую компанию, после этого мы уже выйдем с Ассоциации индустриальных парков и будем прорабатывать вопрос по регистрации его в Минпромторге. Исполняющий обязанности первого вице-премьера правительства Ингушетии Олег Фурсов рассказал об отраслевой специализации индустриального парка. Здесь будут производиться строительные материалы. Уже с новой силой продолжится добыча и переработка доломитовой муки. Запустят производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий. А также в рамках грандиозного проекта разработан план развития пищевой промышленности. По профилю, я извиняюсь, мы что хотим сюда сделать? Ну вот это производство доломит, стройматериалов, да, доломит. И все? Добыча доломита, Планированы стройматериалов. объекты застройки. Цех по разливу. Какие, а? Вот цех по производству тротуарной плитки. Минеральная питьевая вода, о чем вы говорите, РЗИ, вот очень качественная вода, она, кстати, лучше. Значит, дальше производственное помещение для сдачи в аренду склад, готовой продукции. У нас две лицензии оформлены сейчас на добычу бутового камня здесь на территории, да, Совмар зашел. То есть это как бы Щебень собираются делать. Потом здесь оставшееся производство, которое не получили должного развития, по производству базальтового утеплителя, насколько я помню, да. И, собственно, сам доломит, который по 4 направлениям можно развивать. Начиная от пищевых добавок, минеральных добавок, в почву, да, в качестве минеральных удобрений. И в качестве основы для строительных материалов. Замминистра эконом-развития России Сергея Назарова интересует и то, какие услуги будут предоставлять резидентам парка, планируемые объекты застройки проекта Джейрах, организационные вопросы, территориальный объем, отведенный на строительство индустриального парка, а также его инженерная инфраструктура и многое другое. Ведь на территории в 31 гектар, с учетом того, что здесь будет трудоустроено по плану 50 человек, важно оказать детальное внимание каждому аспекту. У нас уже подписан с потенциальным резидентом договор о совместной деятельности. А что это ООО «Легион». Это те, которые как раз-таки будут заниматься и розливом питьевой воды, с производством строительных материалов. Также планируем мы и добычу в рамках расчистки русла реки, добычу балласта. Потребность большая. Доломит имеет содержание магния высокое, которое интересно стекольным заводам. Я проводил переговоры предварительные. Даже готовы глыбами забирать без обработки этот материал. Настолько ценное сырье. Поэтому рынок сбыта нам понятен. Было исследование проведено, вот мы заказывали, и как раз Ахмед Магомедович оплачивал все эти расходы. Там тоже перспективы и добычи, и использования этого материала велики. Но мы хотим сделать индустриальный парк универсальным, чтобы не только вот добывали и продавали сырье, чтобы здесь возникал НДС, чтобы было больше рабочих мест, чтобы была глубокая переработка. Параллельно к этим резидентам мы еще навешаем пищевку, да, это вот добыча воды минеральной. Недалеко тут форелевое хозяйство будет у нас развиваться. У нас тут птичник есть недалеко. Мы можем это, в принципе, все завести вот под эту зону. А постановление позволяет развить здесь инфраструктуру. Как развивать, мы тоже это понимаем, за счет каких денег и какими путями. Есть дорожная карта, мы в рамках этой дорожной карты сейчас развиваемся, все идет нормально. Далее в ходе рабочей поездки Сергей Назаров нанес незапланированный визит в цеха по разливу ледниковой питьевой воды Обанхи и пообщался с руководителем предприятия. Она все-таки продается как питьевая вода? Или конечно, да. Столовая, да. Не минеральная? Слабо минеральная. Слабо минерализованная. Ну как раз как питьевая вода получается по заключению НИИ курортологии как сверхотличная. Даже не отличная, а сверхотличная. И куда вы ее реализуете? В основном в республике. То есть разбираясь все в республике, объем не увеличиваете, нет необходимости или... Понемножку растем, да. Растете? Да.
Кресельные, подвесные, канатные дороги, гостиницы и горнолыжная трасса. К преимуществам курорта Арымхи относят транспортную доступность. Здесь же планируют воплотить в жизнь один из уникальнейших прорывных проектов – всесезонный туристско-рекреационный курорт Арымхи. Начало строительства запланировано на 2025 год с окончанием в 2029. Инвестпроект будут реализовывать совместно с Кавказ РФ. В него планируют вложить 13 миллиардов рублей. Центр, условно говоря, курорта на сегодняшний день находится здесь, вот здесь. Мы его хотим перенести с точки зрения вообще комплекса развития вот сюда. А здесь отдельно будет... А эта дорога у нас пересекает трассу, да? Вот эта дорога трассу переходит, надо... Там нет перехода. Нет сейчас перехода, надо делать переход. Здесь здесь надо переход делать. Ну и здесь в перспективе. А вот это куда дорогу мы тогда поднимаем? Здесь у нас резидент находится, Здесь, дальше да. выше экстрим парк. А, это то, что вы сейчас построили? Да. Да, это вот... А сюда парк, да? Вот он, да. Вот это этот... Роллербан. Да, роллинбан. Вот это веревочный парк, а вот это зиплайны. Самый большой высокофлот. Но здесь фактически к этой канатной дороге привязывается вот именно вся развлекательная часть с точки зрения экстремальной развлекательной части. Почему канатная? Ну, потому что предполагается, что они на канатной дороге сюда поднимают. Ну, можно автомобильную дорогу делать. Вместе с генеральным директором ЛОК Арымхи Сергей Назаров осмотрел несколько туристско-развлекательных объектов, в том числе и канатную дорогу, ведущую к ресторану, откуда открывается прекраснейший вид на горную Ингушетию. Замминистра экономразвития выслушал план предложения по развитию курортного комплекса. Завершая визит в Джейрахском районе, Сергей Назаров отметил, что всесезонный туристско-рекреационный комплекс Арымхи – это отдельная экономическая зона, которая создана давно, но вопросы ее развития еще на стадии обсуждения. Есть проект планировки, сделанный Кавказ РФ, и, собственно говоря, сегодня цель посмотреть, с какой этапностью нам развивать этот курорт, потому что уже мы, соответственно, в текущем году предполагаем проектирование с разбивкой на этапы, чтобы этот курорт, собственно, исходя из роста турпотока, который есть сегодня на Кавказе, у нас там есть надежда и понимание, что он действительно будет загружен и будет востребован. Ну, ввиду уникальности природы, вообще места, надеемся, что нам удастся привлечь сюда туриста и создать ему условия. Поэтому цель, собственно говоря, сегодняшнего вот рассмотрения, это, причем, более того, исходя из того, что у нас горнолыжных курортов на Северном Кавказе там в рамках строительства уже достаточно большой объем. Здесь сделать его таким более универсальным, с элементом бальнеологии, с учетом наличия здесь там ценных минеральных вод, которые можно также, соответственно, интерес вызовут у туриста как точка притяжения. Что касается первой локации, где побывал замминистра экономразвития, то Сергей Назаров поделился некоторыми подробностями о создании индустриального парка Джейрах. К сожалению, в Ингушетии нет таких преференциальных зон, как индустриальные парки. И исходя из востребованности, ну вот сейчас мы договорились, что оценить сейчас необходимые потребности по созданию индустриального парка в части инфраструктуры с пониманием того, кто из резидентов там готов размещаться, немаловажный фактор. Рабочая поездка замминистров Ингушетии продлится 2 дня. В программе посещение крупных промышленных комплексов и туристических объектов республики. Сразу из горной Ингушетии Сергей Назаров направился в равнинную часть. Адам Меджишков, Сулейман Костоев, Магаз 24.